14 октября, 18 часов 12 минут, 22 год. Это магазин мясная лавка на Губина. Сейчас сюда пойдем. Вот так. Зайти. Так, запись идет. Мясная работа. И вот на Губина. Мясная лавка на Губина. Такой магазинчик у них. Меня интересует здесь. Где-то были. Убрали, что ли? Убрали. Убрали. Здесь были. Где-то здесь были. 6 месяцев. Вот, например, такая пицца. Дата изготовления. Дата изготовления 21.03.22. А срок годности написано 6 месяцев. Хранить при температуре 18. Вот. Для пиццы основа. Тоже 6 месяцев. И срок годности 21.03.22. То есть 21 сентября этого года она уже просроченная. Вот так вот. Уже просрочка. 26 мясной пирог с капустой. 26.07. Июнь-июль. Июль 26. И срок годности у нее 6 месяцев, не более. Такие дела. Да. Блинный. Блинский. Май, октябрь, сентябрь, октябрь. Все вроде бы не просроченное. 10. А где же у них были просроченные здесь? Октябрь. Из оленины. 07 октября. Ну, нормально. Заготовлен гуляш говяжий. 14 сентября. 14 октября. Ну, они могут, в принципе, налепить что угодно. Вот тоже вот такая вот штука непонятная. Называется маркировка. Когда изготовлено, написано, что и упаковано, и изготовлено в один день. Но это неправда. Это вранье. Вот то же самое. Свинины. Чего? Годен до какого, непонятно. Тоже. Вот их здесь много у них. Мясо старое маринуют. Годен до не пишут, упаковано, срока ничего нету. У производителя нету маркировки. То же самое. Здесь то же самое. Мясо вот так продают.
Вот. Маркировка такая. Изготовлена, упакована, когда годен, до, кто производитель, адрес. Никакой информации нет. Ну, здесь то же самое. Такие же бирочки у них с нарушением. А вот здесь у них еще холодильник есть. Мороженое. А вот они убрали сюда холодильник. Вот здесь вот у них тоже непонятно, когда 16.08. Так. Номер изготовителя. Сейчас непонятно. Наименование. Размер. Температура. 24, 2 года. Вот у него срок годности 2 года. 24 месяца написано срок годности. А произведено 16.08. Вот. 16.08.2020. И срок годности у него 24 месяца. Вот. Мы это возьмем сейчас. Так, где-то у нас корзинки должны быть. Ну, возьмем вот это вот сейчас у них просрочено. Что здесь? Пока для первого раза. Так. И те возьмем. Потом посмотрим, где еще здесь. Вот это просрочено у них. Вот, до августа месяца. А, она одна осталась. Все. Я думал, их немного. Она одна только осталась. А было много. Черт. Тоже непонятно. Блин. Уже новые здесь, короче. Кончились все, да? Да, кончились. Жалко, что кончились. Ну ладно. Так, где у них касса? Туда не прийти. Можно здесь пройти. Вот таких креветок было здесь много. Недели 2 назад. А? А есть, да? Сейчас я... О, сникерс есть. Что продают сникерс до сих пор? Да. А вот здесь еще сникерс есть. Есть? Да, я что заходил, что много было их. Ага. Они почем они? По 500 же, да, 300 рублей. А, 300? Ага, там немножко тоже поэтому не оценили. Ну, товарный вид не очень. Вот они. У них уценили, куда-то положили. Я не знаю куда, где-то лежало. Вот эти тоже по 300. Да не надо. Вот, оценили, говорится, что срок годности типа вышел, как оценили. Еще сейчас возьмем. Еще 4. 4, да? А, 5, 6, сколько? 5. И вот эти вот тоже. И 2 тиста для пиццы. Пакет наш? 1938. Да, вот 5 будет. Сейчас проверим как раз свою карту. Так. Будет она работать, не будет. Так. Где у вас?
Так, да? Да? Пин-код. А, пин-код запрашивает. До 1000 не запрашивает пин-код, да? Да, допустим. Больше запрашивает. У вас 1938. Сейчас, пожалуйста. Чек. Здесь у нас 1938 креветки и основа для пиццы. 209. 219 и по 300 рублей. Ценник. Было по 500. Ну, сейчас как раз 4, 4, 5. Вот такой магазин. Сейчас мы посмотрим. Уголок покупателя у них тут не написано кто. Здесь только лицензия. Лицензия, свидетельство эпидемического заключения, приложение санитарное, все. А кто? Непонятно. Но на чеке у меня написано, что это